Лайк басқандан неге аяйсыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бисмилля деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Что произошло при разговоре Трампа с Путиным? Ну, если давайте мы поймем, о чем они должны были договориться. До этого американская делегация встретилась с украинской и договорились о следующем, что украинцы согласны на 30-дневное перемирие, когда не будет никаких военных действий ни на суше, ни в воздухе, ни в море, нигде. Вот, собственно, с этим предложением Трамп вышел на Путина, и все с нетерпением ожидали, а что же скажет Путин. Путин сказал: мы согласны, но есть но. И но это заключалось в том, что в этот период не должны поставляться военные поставки со стороны Америки, Украина не должна делать мобилизацию, Америка не должна давать данные по военной разведке. И там масса всяких условий. Его министр иностранных дел Лавров выступал и говорил, что 4 области, которые они еще не завоевали, они уже, Россия, вбили по своей конституции, что якобы это принадлежит им. И что вот Украина должна и это уступить. Вот. Что в итоге после почти 3-часового разговора было вброшено в прессу. При этом предполагалось, что Трамп по итогам этого разговора длительного выйдет на пресс-конференцию. Все это было заранее заявлено. Но на пресс-конференцию он не вышел. То есть это вот вам простой признак того, что он не получил того, что ожидал. А именно того, чтобы на 30 дней прекратились военные действия. Накануне Трамп угрожал устами своего министра финансов, помощника по национальной безопасности, советника, ну и другие какие-то его приближенные выступали и говорили, что в случае, если Путин не согласится, его ждут гигантские, ужасные, адские санкции. Сам он этого не говорил. Если он что-то открыто и говорил, то такое, знаете, Путин мой друг, мне с ними легко, с Украиной тяжелее и так далее. То есть союзник Украины, который инвестировал, по его словам, как он говорил, там 350 миллиардов долларов, которые были опровергнуты, между прочим. В реальности 66 миллиардов. Ну, Зеленский говорит, что 100 миллиардов. Ну, пусть будет так. То вот представьте, союзник, который инвестировал 100 миллиардов долларов, который обложил санкциями Россию, совместно с Европой были арестованы свыше 300 миллиардов долларов. Это резерв Центрального банка. И в Европе арестовано свыше 50 миллиардов евро различных активов, яхт, самолетов, недвижимости и тому подобное. То есть все это делала Америка совместно с Европой. То есть это союзник Украины. И вот, тем не менее, союзник Украины, Америка, устами Трампа заявляла, что, оказывается, ему очень тяжело с Украиной и очень легко с Путиным. При этом Путин ни разу не озвучил в виде документов своих требований. Более того, подвешивал Трампа, и все шишки валились на Зеленского. Вот посмотрите, как действовал союзник, так называемый. Я не случайно написал, что мы ни о чем не договорились и будем мочить Украину. Это я, по сути, транслировал то, что фактически делает Трамп. Он еще никак не может договориться с Россией, но при этом давит Украину. Это вот реальность. Вот. Ну и что еще? Что в итоге было озвучено? Озвучено было следующее, что якобы Путин дал команду и согласен, чтобы не бомбили инфраструктуру. Инфраструктуру имеется в виду энергоинфраструктуру и какие-то еще объекты, которые, ну, скажем, стороны согласовывают и не будут бомбиться. Ну, имеется в виду, видимо, судя по всему, со стороны России нефтепроводы, нефтеперерабатывающие заводы, порты и так далее. Но в чистом остатке они только договорились о том, что якобы
не будет войны в воздухе имеется в виду по инфраструктурным энергообъектам, на суше военные действия будут продолжаться, а в море нужно еще договариваться. Вот, собственно, все, что было озвучено. То есть, по итогу, если прямо говорить, то все эти переговоры оказались пустышкой. На следующий день Трамп переговорил с Зеленским, как он сказал, что больше часа они разговаривали. Говорил, что фантастический был разговор с Зеленским, все было отлично. В конце разговора Зеленский попросил, чтобы Америка поставила ракеты для противовоздушной обороны, и Трамп сказал, что он рассмотрит эту просьбу. То есть, видите, даже он в рамках тех уже программ, подписанных Байденом, подписанным Конгрессом, где есть и республиканцы, и демократы, даже в рамках подписанных решений он подвешивает Зеленского. Вот, чтобы вы понимали. Ну, а Путин заявил, что мы готовы договариваться, но нужно устранить первопричину кризиса, законные интересы России в области безопасности. А какие законные интересы? Путин будет требовать и требует именно от Америки, чтобы силы НАТО были отодвинуты на периметр приблизительно 1989 года. Это, в принципе, нереальные требования. И все это говорит о том, что все, что сейчас делает Путин, это он затягивает переговоры, не хочет идти на прямой конфликт и создать видимость, что он готов двигаться, давайте вести переговоры. Вот представьте себе, что переговоры сейчас идут только о том, чтобы сделать перемирие на 30 дней. Теперь Путин говорит, а кто на земле будет контролировать, кто стрелял, перемещение войск и так далее. Первое. Как это будет происходить на море? Каким образом будет фиксироваться перемещение ударных сил по воздуху, ракеты, дроны и все прочее? Вот он такие технические вопросы задает и таким образом спускает, что называется, в унитаз предложение Трампа. То есть перед ним ставят такие вопросы специально, и потом стороны начинают углубляться в обсуждение этих, скажем, тем. И это длительный процесс. Вот представьте себе, ради чего? Для того, чтобы сделать перерыв военных действий на 30 дней, Путин загружает Трампа различными требованиями, вопросами, обсуждать которых можно годами. Вот, собственно, вот она реальность. Конечно, сразу возникает вопрос, а для чего делает Трамп? Неужели он не понимает, что на самом деле происходит? Все он прекрасно понимает. Ну, в частности, например, он Fox News, американскому телевидению, давал там интервью и говорит, скажем, очередное вранье, где говорит, что якобы 2500 украинских войск в Курской области окружены, и он просит якобы Путина пощадить. При этом сама американская разведка, безусловно, дала сведения Трампу, что никакого окружения нет. Это же заявили украинцы. Есть карты, видеосъемки. Все это есть в руках Трампа. Тем не менее, он врет. Он врет, просто нагло врет и говорит, что там в окружение попало 2500 военных, и он просит Путина пощадить. Смотрите, страна. Я вам просто экономические показатели скажу. Валовой продукт, внутренний валовой продукт, это экономические параметры мощи страны. 29 триллионов долларов. 29 триллионов долларов. Запомните эту цифру. На оборону Америка тратит почти 1 триллион долларов. И вы понимаете, что качество военного снаряжения, спутников, танков, ракет и так далее невозможно сравнить с Россией.